Якутск – это маленький город больших надежд. И здесь живет Герасим Николаевич. Начальник, мизантроп и общественный деятель. Как и все, Герасим Николаевич хочет улучшить город, позаботиться о благе горожан. Именно поэтому пару лет назад он баллотировался на пост мэра города. Но никто не хотел видеть его своим главой, поскольку Герасим Николаевич умудрился оскорбить пенсионеров в одном из предвыборных интервью. Чтобы как-то обелить свое честное имя, он решил внедрить в политику свое предприятие экспериментальную социальную программу «Старикам тут место», в целях которой обеспечить рабочими местами самый незащищенный слой взрослого населения – пенсионеров и инвалидов. А чтобы люди поверили в то, что он не антивозрастной фашист, как его нарекли местные СМИ, он нанял съемочную группу, которая будет фиксировать происходящее. Вы знаете, я вот считаю, что нельзя ограничивать человека в желании быть полезным, несмотря на какие-то внешние, природные, физические особенности. Поэтому я сегодня принял на работу очаровательную женщину слегка за 50, 78-летнюю Анну Васильевну. И сегодня она должна приступить к своим обязанностям в отделе номер 6, где работают мои подчиненные. Давайте познакомимся. Всем привет. Проходите. Встречайте журналиста. Знакомьтесь, вот это наш 6-й отдел знаменитый. Это наши сотрудники. Вот этот вот на вид вроде бы смышленый парень, зовут его Тускул. Он как раз находится в том возрасте, когда молодые парни стараются всеми силами продвинуться по карьерной лестнице, создать семью. В общем, хотят состояться как мужчина. Но в его случае что-то пошло не так. А вот это вот милейшее создание с многообещающим именем Надежда устроилась к нам на работу сразу после окончания университета. У нее много хороших качеств. Она умна, сообразительна, красива, спокойна. В общем, комсомолка. Но каждый раз, когда она заговаривает со мной, меня не покидает мысль, что она окончит жизнь одинокой, чокнутой кошатницей. А вот это вот наша старая новая сотрудница Анна Васильевна. Бахайда колбанары. Меня деревдах на компьютер не хватит. А куда мне смотреть? А, прямо в камеру. Хорошо. Рад ли я новому сотруднику? Безусловно, да. Мне кажется, это просто замечательная идея Герасима Николаевича нанять человека в возрасте. Он мощный. Наш начальник, человек интересных взглядов. В его буйную голову постоянно приходят какие-то идеи, которые, как правило, ничем хорошим для нас не заканчиваются. Так что... А вы все время будете нас снимать? Это типа как в сериале «Офис»? Вы хоть понимаете, что беспощадные якутские тролли скажут, что это давно старинная идея? Мен Анна Васильевна деммен чурактыттан төрүттääkпин. Мен манна үлели келбедим. Кийне оğullары келбеда. Çoğuların tüvelinden tuhanan sennet bär oğullar бар. Привет ытым. Итак, Тускул, Надя, ваша задача на сегодня организовать пресс-конференцию. Соберите журналистов, телевизионщиков. Особенно проконтролируйте, чтобы были с газеты «Якутск» суточный. Надо купить воды, еды. В общем, организовать так, чтобы у них отпало желание называть меня антивозрастным фашистом. Понятно? Да ладно, пойдемте в кабинет, там поговорим. Тускул, печенье бери. Так, как мне сесть, чтобы нормально было? В общем, на пресс-конференцию я всегда готовлюсь особенно тщательно, потому что быть профессионалом своего дела – это вам не шутки шутить. Герасим Николаевич, тут вопрос. Заходи как раз, Тускул. Да, вопросы для журналистов. Для журналистов вопросы, да? Так. Ладно. Хорошо, начнем. В общем, так. С вашими вопросами. Говорю так.
пресс-конференция чөйдік астын, мен атым Растанын, элбе қатшы келлин, дом, ине дом. Здравствуйте. Вот мы пришли на пресс-конференцию. Пришло, наверное, много журналистов. Будем отвечать на их вопросы. Чуть-чуть волнуемся. Ну все, мы пойдем. Здравствуйте. Ну что сказать по поводу пресс-конференции? Ну, Герасим Николаевич попросил меня позвать суточный Якутск, я позвала. Все остальные претензии к Тускулу, я здесь ни при чем. Ты кемик Тускул? Ходи, болар, Давид. Можно начинать. Иннегенен бу Герасим Николаевич миген үләгәлән, үләттән жоллана бага хәлҗәбен. Оннан тугы кепсеми. Бу кырҗаспын дигән аппайын сыппаккабын тыппатым наха чүгә. Бу эдер олары кытта үлеләммен кинеләрдән бу хаңа техника үйренеммен компьютері баһылыым эте. Онна тугы кепсәкпини. Качыланнакпына камнаспыллакмына семмер. Багалах терилен ылан белахта такпыне. Наха чугай эбе болан көстүетим. Анна Васильевна, спасибо. У кого-нибудь есть вопросы? Герасим Николаевич, это издание «Крик столицы». Планируете ли вы баллотироваться в мэры снова? Да, обязательно, в будущем. А почему вы хотите стать мэром? Я хочу, чтобы мой родной город стал чище, уютнее, комфортнее. На что вы пойдете, чтобы достичь своих целей? На все. Вопросов больше нет. Издание «Якутск суточный», Варвара Петрова. Герасим Николаевич, скажите, вот ваша вся программа, которую вы называете социальной, имеет хоть какое-то отношение к инциденту с предвыборной кампанией пенсионеров, я цитирую, которых вы назвали смердящей обузой для общества, чьи мертвецкие глаза вызывают у вас дрожь в коленях, причем в плохом смысле? А вы знаете, мои слова были истолкованы неправильно. Я уважаю старость. Мало того, я сам тоже как человек постарею, наверное, когда-нибудь. И не позволю всяким идиотам называть меня смердящим мертвяком, с которого сыплется вековой песок, и оставляет за собой леденящий душу след. А вы так не говорили, Герасим Николаевич, но сейчас сказали. Нет, А какой был вообще вопрос? О, күтүетим миген турап тиге жереду. Сиеннербе. Сиеннерим кетем баа буллактар. Качыланнакмына кехи багына тыгылахаммын турап тиге сиеннербе. Иннегенен бу Герасим Николаевич миген үләгәлән жолланан бага хәҗәбен. Тускул! Я думаю, все нормально там. Я не специально себя... Ну, в общем, пресс-конференция прошла нормально. На вопросы журналистов ответил хорошо. Надеюсь, мое честное имя восстановится. Якутск – это прекрасное место. Место, где живут небезразличные люди. Стоит ли упрекать нашего героя Герасима Николаевича в том, что он так же, как и все патриоты своей родины, старается сделать свой город чуточку лучше? С вами была Контора. До скорых встреч!